Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одной интересной статье, которую написали Розалия Иннокентьевна Бравина и Виктор Михайлович Дьяконов. Статья называется «Якутский сложносоставной лук из фондов Тайбэхойского музея». Чем интересна эта статья? Эта статья интересна тем, что впервые был изучен практически полностью сохранившийся лук, и археологи Института гуманитарных исследований провели комплексный анализ с применением различных методов, не только методов гуманитарных наук. Этот лук был изучен с помощью рентгенографии, томографии и, конечно же, был сделан радиоуглеродный анализ. Таким образом, приводится дата хронологии существования этого лука. Чем же археологов заинтересовал этот лук? В фондах Тайбэхойского музея был обнаружен один интересный лук, который, судя по признакам, относится к так называемым сложносоставным центральноазиатским лукам. И для изучения он был ценен тем, что он сохранился, оказался не поврежденным практически, и также его связывают с полулегендарной личностью. По легендам, он был луком Ала-Кырсына, который являлся одним из братов Тыгына-Дархана и сыном Джархан, которая по преданиям являлась женой его отца. И Ала-Кырсын является одним из родоначальников вилюйских улусов. И по легенде этот лук передавался из поколения в поколение по наследству, пока один из его потомков не захотел его взять с собой при погребении в могилу. И вот таким образом лук в 30-х годах был обнаружен и попал потом в фонды Тайбэхойского музея. Он интересен тем, что отличается от бытовавших в 17-19 веках якутских луков северного типа. Отличается тем, что он состоит из нескольких компонентов, и его можно назвать сложносоставным, то есть в нем использовались две породы дерева, у него были роговые и костяные накладки, и которые как раз обеспечивали его, возможно, его дальнобойность, его боевые качества. И для более детальных исследований археологи применили метод рентгенографии и еще и томографии. И благодаря этому удалось получить высокоточные снимки и изучить его устройство, не повреждая сам лук. На томографии, на томографических снимках было четко видно, что лук состоял из двух пород дерева, более темного и более светлого. Так они определялись на снимках, то есть одна древесина была более плотная, чем другая. Луки северного типа, якутские луки, обычно содержат концевые накладки, костяные. Здесь же его отличие от нами изучаемого лука состоит в том, что он был полностью обклеен костяными роговыми накладками. Но предания, фольклор сохранили
много сведений о том, что у якутов были такие боевые луки, грохочущие луки, курахса, которые били, обладали боевыми такими высокими качествами, но со временем, видимо, наши предки стали использовать уже луки другой конструкции. Но по некоторым сведениям, возможно, при низких температурах эти роговые накладки, они становились более твердыми, да, то есть они не давали луку, возможно, изгибаться, выпрямляться так, как нужно при его использовании. И таким образом постепенно идет переход и перенятие других способов изготовления боевого и охотничьего вооружения. Вот. Что касается даты, то были получены ряд дат. Эти даты, они достаточно разнятся. Первая дата относится к 17 веку, вторая к 18 и третья уже к 20. Но автор статьи склоняются к тому, что более поздние даты, они были привнесены извне, то есть появились при загрязнении изучаемого материала, да, то есть эти загрязняющие элементы были привнесены из окружающей среды, и поэтому появились такие более поздние даты. Если учитывать то, что ранняя дата, она более верная, то действительно эти сведения, они соотносятся с преданиями. И также есть еще одно доказательство бытования у якутов позднего Средневековья подобных луков. Например, было найдено так называемое сергеляхское погребение, которое датируется 15 веком. И хоть там не сохранился полностью лук, но были найдены тоже костяные пластинки, которые типологически относятся к деталям среднеазиатских луков. Да, они практически идентичны. То есть таким образом, благодаря таким свидетельствам и наличию, да, этих предметов, практически целого сложносоставного лука из фондов Тайбэхойского музея и археологическим данным, найденным благодаря открытию сергеляхского погребения 15 века, и также соотнеся это с преданиями вилюйских улусов, можно говорить о том, что действительно у якутов позднего Средневековья бытовали такие луки, про которые рассказано в преданиях, в Лунхо, и потом уже, возможно, по ряду каких-то причин, одна из них, возможно, это климатические причины, да, климатические условия, которые исключали употребление сложносоставных луков среднеазиатского, центральноазиатского типа в холодное время года. Якуты постепенно перешли уже к применению якутских луков северного типа.